Спустя годы ожиданий Фирдовс Шанхоева получила ключи от своей новой 4-комнатной квартиры. Женщина жила в старом общежитии с 80-х и долгие годы работала на тяжелом производстве. Сегодня самый счастливый день, делится она. Вместо 40 квадратных метров она получила 129. Самый сложный жилищный вопрос жителей 2 общежитий Назрани, благодаря главе Ингушетии Махмуду Али Калиматову, сдвинулся с мертвой точки и в скором времени будет окончательно закрыт. Сегодня, спустя год новоселья, благодарные жильцы встречают представителей местной администрации. Марем Заурова, как и все другие горожане, проживавшие в аварийных общежитиях, всю жизнь работала на производстве. Большая семья долгое время ютилась в тесной двушке. Условия оставляли желать лучшего. Сейчас женщина создала уют в новой 3-комнатной квартире и с удовольствием принимает гостей. С 18 лет я работала на заводе электросумет, техотделе. После этого в фабрике был я хорошо, цеги бог бя, и в заводе я хорошо. И завод такого бог бя постичь. Но с общежития уже бирж, халдуах кылч, ях бер, эйр чах, дуклинутха. Главы менялись, мэры менялись, ханц тахмкан. Каждый новый дом, который строили, шуа душа, но вот дотянули до этих пор. Ханц чах лично сорясин, берегишь был, потому что я всех соседей знаю. Лично Ханц Калиматов ответил бихах. Баркут цунуалах. Лично. Мэр Назрани Урусхан Ювлоев выехал проведать сразу несколько семей, которые переехали из аварийного жилья. Привез гостинцы, адресовал самые добрые пожелания. Многодетная семья, во-первых. Во-вторых, сам положение в наше время еще положение. Причем новые квартиры по наследству получают дети тружеников, которые проживали в общежитиях. Раньше они жили в этих домах по адресу Базоркина 20 и 38. По фасаду здания можно сказать, в каких условиях они находились. 33 квадрата верх квартир. Но диал пахет мецани, почаху 118 квадратов квартир выделите, трунтров семье просагвы. Квартира с очоариази, амиадат, цикханчили, огоньем разницу ахмитха. Красиво обставила дом и другая жительница Молдхан Гиреева, которая сегодня хвастается своей квартирой. Просторно, красиво. Уже успела недавно отсюда выдать замуж свою дочь. Учитывая наш менталитет, видите, какую просторную гостиную, видите, можно посадить его гостей, десятки гостей. Во всяком случае, дочку выдавала замуж, туда 50 гостей мы посадили. Поэтому я хочу, что, видите, изолированная спальня. Изолируются санузлы, я говорю, выход на балкон, вот, вид красивый, двор какой красивый. Ну, соседка сказала, что у вас один зал размером во все ваше общежитие, да? Ну, во всяком случае, я об этом говорю. Там, в любом случае, учитывая наш менталитет, в любом случае, очень хорошая квартира, просторная вы нам дали. Старые общежития были построены для работников фабрик и заводов еще в 60-х годах. У людей тогда не было ни отдельных кухонь, ни места развернуться с многодетными детьми. В них проживали 184 семьи. Почти все переселены, и в этом заслуга руководства региона. Буквально все жители города знают об этой проблеме. Она длится уже не один год, порядка 10 лет. Вот эта программа переселения аварийных домов. Уже в рамках поручения главы республики Махмуда Али Макшариповича мы уже занялись, как все знают, вот этой проблемой. Глава республики уделяет вот этому вопросу очень серьезное значение, и практически и правительство, и, конечно, и сам глава республики чуть ли не ежемесячно интересуется, каким образом, что происходит с переселением этих 2 общежитий.
Сейчас, благодаря усилиям главы Ингушетии Махмудали Калиматова, программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2013 и 2015 годов, которая была долгое время заморожена, наконец близится к полному выполнению. Из старых квартир уже расселили 90% жителей. Обещанные квадратные метры, как заверяют администрации Назрани, оставшиеся семьи с 2 общежитий будут переселены в новые квартиры до начала лета. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.